Рождественский сочельник в Черногории или Бадни-дан – особый праздник. В каждом доме в этот день кладут в очаг бадняк – дубовое полено, принесенное из леса главой семьи. Оно должно обогреть новорожденного младенца Христа. Šerović iz Bijele, Bijeljani, dobrodošli. Сегодня в рождественский сочельник в целом сербском народе, в том числе и в Черногории, каждое православное семейство готовится принять Христа, новорожденного Богомладенца. Hristos se rodi. Sve vas pozdravljam u ime Gospoda mira, ljubavi, bogoljublja i bratoljublja. Каждый год сразу после Рождества Христова, которое совпадает и с его собственным днем рождения, митрополит Амфилохий приезжает в родную деревню неподалеку от города Морочи. В этот день здесь собираются все родственники владыки, клан Радовичей, большая семья, в которой почти 100 человек. Митрополит приезжает здесь в свое родное место, чтобы сделать молитву за покой души его родителей и племяннику, которые похоронены здесь, на этом кладбище. Это большинство Радович, это фамилия наша Радович, не отсюда. Да. Уже от 15 века до сих пор мы тут живем. Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович для христиан Черногории не просто высший авторитет. Его называют «человек-церковь», «небесный человек» и даже «наш апостол». Человек широчайшей любви, человек, который готов любого человека выслушать, несмотря на возраст, положение этого человека или какие-нибудь другие качества. Он один из редчайших людей нашего времени. Просто действительно вот как из потеряков такой человек. Как у нас здесь говорят, все епископы – это отцы, а митрополит Амфилохий – это мать. Он родился в многодетной семье. Из 9 братьев и сестер был 4-м. Его мать, благочестивая крестьянка, когда была им беременна, ходила в монастырь Острог помолиться. Она пешком отсюда, через эти горы, там пришла у святого Василия Острожского. Там она была, там пешком, это целый день от утра до вечера надо идти пешком, и там оставалась, ночевалась, причащалась и возвратилась она туда. Я встретила она дедушку моего. А он ее сказал: невеста, если это, что ты носишь под сердцем, будет мужчина, это будет мой поп. Когда ребенку пришла пора появиться на свет, его мать даже никого не позвала на помощь. Тогда не было врачей, чтобы помогать женщинам, чтобы рождать. Она одна была там, меня родила, взяла эти пелены, так, меня все так срезала пупок, это все, что надо. И как она выпила такую чашку ракии нашей, как ваша водка, вот, это было для ее лечения. И потом я кончила там, и потом возвратилась в работу. Так рождали, и так и я родился по древнему такому то обычаю. Это было в 1938 году. Мальчика назвали Риста, по-сербски Христос. С малых лет деревенские дети ходили пасти овец. Старший брат владыки Вучица Радович до сих пор вспоминает, как однажды маленький Риста едва не погиб. В 1940 году шли проливные дожди. Небольшая речка Лукатина вышла из берегов и снесло все мосты. А овцы паслись за рекой. И отец перекинул с берега на берег 2 мостка, чтобы можно было ходить к овцам.
И я пас овец за рекой, а Риста, ему было тогда 2 года. Он прошел по мосткам, дошел до середины и упал в эту мутную воду. Я перекрестился трижды, и в этот момент вода вынесла его на поверхность метрах в 5. Я побежал, схватил его рукой, и оттуда нас вода несла около 150 метров. И сам Бог нас спас, и дал мне силу, чтобы его спасти. Родители будущего владыки были добрыми христианами. Его отец, Чиро Радович, прошел пешком больше 20 километров из Морочи в Цетинье, чтобы попросить тогдашнего митрополита направить Риста в Белградскую семинарию вместо Призвинской, которая тогда находилась в военной зоне. Его отец был очень мужественным человеком. И в какой-то момент, когда его шантажировали коммунисты, чтобы он отрекся от Христа, иначе убьют его сыновей, он сказал: «Я от Христа не отрекусь. Вот вам мои сыновья». И митрополит Амфилохий вырос в такой атмосфере, где не было ничего важнее любви к Христу. В 15 лет Риста оставил отчий дом и отправился в Белград учиться в семинарии на богослова, а параллельно еще и на философском факультете университета. Потом он поехал за границу в Берн, Рим и Афины продолжать образование. Первый поехал в Швейцарию, и там учился немецкому языку и богословию, старокатолическому. И так и вот. А потом был в Италии несколько лет, и там тоже учился итальянский язык и латинский. Вот. А после Италии я был в Греции 10 лет. В Греции Риста Радович принял монашеский постриг с именем Амфилохий и стал священником. Защитил докторскую диссертацию по святителю Григорию Паламе. Он жил на Афоне, где ему довелось окормляться у современного святого, старца Паисия Святогорца. Деревянный крест, сделанный этим человеком Божиим, владыка потом передаст гонимому русскому писателю Александру Солженицыну. 1974 года, когда его из Советского Союза выгнали, в Париже мы встретились, я ему подарил один крестик, который делал отец Паисия Святогорец. Этот крестик, на нему написал Александру Крестоносцу Афонский крест. Это я подарил Александру Солженицыну. А потом, по нашему предложению, наш собор ему дал отличие Святого Саввы, самой большой нашей церкви. И это мы ему где-то 2004 года принесли там на его дачу и подарили. Я видел, что у него есть еще этот крест, который когда-то я ему подарил. Со Святой горы Афон иеромонах Амфилохий отправился в Париж и стал профессором Свято-Сергиевского богословского института. В 1967-м вернулся на родину в Югославию и начал преподавать в Белграде. Народ ждал достойного архиерея, и с ним началось восстановление семинарии. И вот уже 20 поколений вышло из нашей семинарии. В мае 1985 года иеромонах Амфилохий Радович стал епископом Банатским. В 1989 году епископ Банатский Амфилохий Радович принял участие в перезахоронении останков короля Черногории Николая Петровича и его семьи. Во время церемонии он произнес такую смелую проповедь, что ее услышала вся страна. Одним из первых, в тогда еще коммунистической Югославии, он сказал о роли православной церкви и митрополитов из династии Петровичей в истории Черногории. А еще через 2 года, в 91-м, владыка Амфилохий занял свою нынешнюю кафедру – митрополита Черногорского и Приморского. Он был настоящий аскет, горец, одухотворенный, благолепный. Когда его увидел, казалось, он сошел с фрески. Этот лик с длинной бородой, лик, освященный молитвой, производил очень сильное впечатление. Когда он занял кафедру в Цетинье, тут случались ситуации неприятные для церкви.
Однажды, когда митрополит ехал в родное село святого Петра Цетинского, наследником которого он является, машину, в которую он ехал, закидали камнями, разбили. Он тогда сказал: «Я люблю этих моих черногорцев. Это люди, которые, когда что-то им не нравится, могут свободно это выразить по отношению к своему митрополиту». То есть он проявил любовь к этим людям и где-то постарался их оправдать в этом неблаговидном поступке. Pokušavao da ih opravdam. Он взошел на престол в очень сложное для Черногории время. В 90-е годы бывшую Югославию захлестнули гражданские войны. В результате кровопролитных столкновений в Косово сотни православных сербов погибли, десятки тысяч стали беженцами. Митрополит Амфилохий тогда проявил себя истинным пастырем добрым, бесстрашным и милосердным. Он взял на себя миссию, на которую не решался никто другой. Ездил в Косово хоронить погибших христиан и утешать оставшихся в живых. Когда было на Косово и Метохии, когда была война, когда американцы и НАТО бомбардировали Сербию, и когда войска наша ушла, и когда люди там, которые остались на милость и немилость врагов, он там пошел и все время был. Sve vreme, bez straha, bez hranitelja mjesta. Ничего не боялся этот человек, ничего в этом мире. Мария Живкович вспоминает, как ее муж Славка, ныне покойный, был сподвижником митрополита в этой скорбной миссии в Косово. Помню, когда нужно было идти на такое опасное место, и тогда Владыка сказал моему мужу: нет, ты сегодня со мной не пойдешь, потому что там очень опасно, я пойду сам, потому что за тобой есть кто-то плакать, а за мной нет никого. О событиях, которые он сам называет «новым косовским распятием», владыка Амфилохий написал 4 книги. Он не раз выступал с жесткой критикой решения косовского вопроса, в том числе и на митингах в Белграде. И до сих пор в его проповедях порой звучат неполиткорректные выпады в адрес властей. Даже в праздник Рождества Христова 2019 года он снова вспомнил о косовской трагедии. Один из грехов нашего поколения и власти – это отказ этой власти от Косово и Метохии, и предательство Метохии, за которую черногорцы пожертвовали тысячами жизней, освобождая ее в 1912 году. Ее отдали тем, кто является позором честного албанского народа. Разбойники, маудзедуновцы, титаисты, энверхаджисты – они взяли в руки судьбу Косово и Метохии. И это стыд и позор сегодняшней власти Черногории. В начале 90-х владыка Амфилохий столкнулся не только с войнами и конфликтами. Страна, которая на протяжении веков исповедовала христианство, после 50 лет коммунистической пропаганды была поражена безверием. Предстояло восстанавливать храмы и готовить пастырей. Когда я приехал для митрополита до 1990 года, только 10 священников нашел в целой Черногории. Но, слава Богу, все-таки народ сохранил душу, свою веру. Сохранили сегодня, им возобновили почти 700 храмов, которые были запущены, построили кафедральный собор Подгорице, знаменитый, который посвящал московский патриарх Алексей II и патриарх Константинопольский Варфоломей. Вот целая Черногория. Священство было уничтожено. Монашество то тоже. Большинство монастырей были пустота такая, без, скажем, особенно монастыря на Скадрское озеро там, который 300 лет там не было монахов, монахинь.
И вот все такое в наше время, слава Богу, возобновилось. В Черногории говорят, что именно митрополит Амфилохий сумел после падения коммунистического режима вернуть людей в церковь. При коммунистах люди сильно колебались, ходить или не ходить в церковь. Однако, как только митрополит появился, он взялся за великую и тяжелую работу – возвращать людей к вере, которая в истории Черногории поддерживала народ в войнах и несчастьях. И в итоге получилось наставить Черногорию на правильный путь. Упомяну, сколько он сделал только для нашего места. Одна из его самых больших заслуг – реставрация церкви Святого Георгия, которая практически обрушилась. Однако он в последний момент спас эту церковь. Родители нашего знаменитого поэта, Петра Негоша, похоронены в этой самой церкви. Для нас было бы большим позором, если бы она, не дай бог, разрушилась. Однако митрополит Амфилохий при помощи своего авторитета смог собрать необходимые средства, чтобы эту церковь отреставрировать. В Черногории живет горячий народ, поэтому и в мирное время здесь продолжаются столкновения. Вековая вражда кланов до сих пор приводит к кровопролитию. И если кто-то и берет на себя роль миротворца в таких локальных конфликтах, то это митрополит Амфилохий. Я была свидетелем такого примирения 2 года назад в монастыре Баланкадич, когда пришли представители сотни лет враждующих 2 племен, и на литургии они торжественно примирились с благословением митрополита. Конечно, он прикладывал большие усилия к этому примирению. Силу слова этого проповедника отмечают все, кто хоть раз слышал его пламенную речь. Один из великих богословов нашего времени, человек редкой образованности, он всегда говорит так, что равнодушных не остается. За его категоричные проповеди и громкий голос народ даже наградил владыку прозвищем «Гром». Он человек, который постоянно проповедует и никогда не повторяется. А его докторская работа в Афинах входит в 10 лучших богословских работ 20 века. I sada zato se molimo i svi treba da se pomolimo da Bog podari mira i bratske ljubavi našoj braći u Ukrajini. О митрополите говорят, то, что сделал он, трудно успеть и за 3 человеческие жизни. Обращаясь к народу как проповедник и с письменным словом, владыка Амфилохий уже издал 4 десятка книг. А знаете, как он пишет эти книги? Например, мы едем из Цетини в Белград. Он все это время или читает, или пишет, никогда не теряет времени. Я не буду пускаться в богословские темы, но с чисто литературной точки зрения от него останется целое собрание сочинений, которые, по моему мнению, следовало бы иметь каждой православной читальне или библиотеке, чтобы узнать не только нашего митрополита, но и душу нашего народа. Митрополит — человек исключительно широких взглядов. По моему мнению, один из самых больших борцов за православную истину. За 20 с лишним лет на митрополичьем престоле он сумел поднять из руин сотни храмов и монастырей. Что-то было отреставрировано, что-то было построено. Монастыри, православные храмы, приходские дома. Их почти 700. Если это разделить на количество жителей Черногории, то, извините, получится результат значительный и для более крупного государства, такого как Россия, а не маленькая Черногория. Пока на родине в Черногории удивляются, как владыке хватает сил на 1000 добрых дел, он успевает еще бывать за океаном, чтобы и там проповедовать православие. Каждый год он ездит в Латинскую Америку освящать храмы. Митрополит Амфилохий уже несколько лет трудится в Латинской Америке. У нас есть несколько приходов в Чако, в Аргентине. Он окормляет эти приходы как пастырь. Он согласился без колебаний, потому что это для православной церкви. Прошло уже 20 лет, и мы путешествуем туда каждые полгода, чтобы совершить литургию. Он приезжает в Аргентину и другие страны Южной Америки. То, как владыка путешествует, всегда ставит в тупик его собратьев из других церквей.
Ведь митрополит Черногорский и Приморский, глава епархии размером с целое европейское государство, ездит с официальными визитами налегке с одним чемоданом, без свиты и эскорта. Обычно, когда говорим митрополит, это звучит что-то такое угрожающее, какая-то глава целой митрополии, какой-то серьезный. Особенно всегда мы представляем, что за каким-то человеком такого уровня идет целая свита, целый караван людей, которые тащат его вещи. Он человек совершенно простой, совершенно другого склада. Очень часто, например, когда он ездит куда-нибудь, даже за границу, он даже в Южную Америку собирался лететь один. Потому что зачем я буду напрягать диакона, зачем напрягать чтеца? Нет, что, дайте мне мой чемодан, и он сам полетел. И когда он дома, в Черногории, ничто не нарушает его аскетической жизни. Ведь живет митрополит Амфилохий не в резиденции, а в Цетинском монастыре среди простых иноков и ежедневно делит с ними трапезу и молитву. То, что я могу видеть как его келейник, это очень скромный человек, который в первую очередь человек, а потом уже митрополит и все остальное. Человек, который не проводит время впустую, который молится Богу, который старается никого ничем не обременять, ничего не просит, если голодный или хочет пить. Некоторые могут подумать, если митрополит, то тут все в золоте, и ему на золотых тарелках приносят все. Нет. Митрополит Амфилохий каждый день, как обычный монах, ест с нами в монашеской трапезной. Каждый день разговаривает с людьми в храме. Он дан сегодня нашему народу как большое утешение, как знак того, что нас Бог любит и не оставил. Митрополит с многолетним стажем, он все же до сих пор умеет быть в первую очередь священником, духовным отцом для своей паствы. Излить ему душу в тяжелую минуту жизни может каждый. Мы ехали с ним на презентацию одной его книги, и мы опаздывали. В зале все битком, 1000 человек ждет. И мы поднимаемся по ступенькам, и одна бабушка из толпы, она подходит и говорит: «Владыка, я хотела что-то вам рассказать и вас спросить». Я, конечно, тогда отошел немного в сторону и жду с нетерпением. Началась презентация в 7. Митрополит пришел в 7:20. И когда мы возвращались, я решился ему сказать: «Владыка, все-таки 20 минут ждали там люди. 1000 человек ждут там в зале». А он мне говорит: «Бог послал меня сюда, на землю, не участвовать в презентациях и культурных мероприятиях, а утешать безутешных, чтобы быть поддержкой бабушкам, людям, быть с ними, быть их духовным отцом, наставить и поддержать, чтобы они могли выдержать искушение этого мира». Иеромонах Сергий вспоминает, как в монастырь Острог однажды пришла женщина, которой никто не мог помочь, пока в обитель не приехал митрополит Амфилохий. Это было накануне праздника Василия Острожского. Это все было заполнено людьми. И уже в 2 часа дня, когда он закончил акафисты молитвы, он пошел спускаться, весь истощен. Голос в душе сказал мне, что надо к нему обратиться и рассказать про эту женщину. Он, митрополит, услышал, сразу вернулся, сказал: «Пускай женщина подойдет ко мне». И 45 минут, уставший, он с ней разговаривал. Потом он рассказал мне, что она претерпела очень много страданий. Он увидел, что у нее шизофрения, и дал благословение, чтобы она утром причастилась. На следующее утро она настолько изменилась, даже физически, что ее могли узнать только по ее одежде. Она даже преобразилась. И было видно, что она полностью исцелилась. И на этом примере я увидел, что он Божий человек, митрополит Амфилохий, что он идет по стопам Христа, Господа нашего. Говорят, что митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович напоминает своих далеких предшественников времен теократии, когда глава церкви был и главой государства. И хотя владыка не имеет царских титулов,
Кажется, сегодня православные черногорцы относятся к нему с таким же почтением и любовью, как к монарху, и как к единственному епископу, который может быть и отцом, и матерью.